Ну, а теперь расскажи, что новенького в газетах? В газетах много нового. Да ведь тебе, глупый, что таки все неинтересно. Вот разве что есть нынче одна статья, которая тебя касается. Меня! Да, тебя. Ведь ты же женщина, да? Я думаю. Ну так вот, в статье говорилось о том, чтобы дать вам, женщинам, равноправие. Ой, господи ты, боже мой! А я-то думала. Да. Ну и что же, Макс, как ты относишься к равноправию? Каково твое мнение? Мое мнение? Мое мнение таково, что все это глупости. Равноправие мужчин и женщин – это вздор. Призвание женщины – это семейный очаг, семья, муж, дети. Кстати, муж-то твой, он же еще не скоро придет, да? Нет, не скоро. Да. Ну, Макс, ну что ж, по-твоему, равноправие мужчин и женщин – это все вздор? Иначе и быть не может. Равноправие мужчин и женщин – это глупости. Женщина должна всецело находиться в подчинении мужчины и под покровительством мужчины, да. А муж за это он работает для семьи. Иначе не может быть даже в социологическом смысле. Да. В каком? В социологическом. Ну, Макс, ну какой ты меня умница, Да, образованный. я А такой, теперь да. ты мне расскажи вот что. Быстрее, это муж! Быстрее, это он, муж! Господи, быстрее! Так, быстрее! Да не туда, вон там, черный ход, быстрее! Фу. Фу! Когда же наконец от этого проклятого 4-го этажа освободимся? Хотя бы лифт сделали? Одна сидишь? Нет, принимала у себя японское посольство. Видишь, кажется. Я все одна и одна. В то время как тебя нелегкая носит. Боже мой, неужели все погибло? Думал, скоро праздник. Оказывается, ничего подобного. Нет, скоро праздник. А ты знаешь, а у меня сейчас кто-то был. Ага. Ну кто же это? Кто это был? А вот угадай. Да кто же это мог быть в 11 часов ночи? Наверное, какая-нибудь сумасбродка из твоих подруг. Сумасбродка? Нет, не сумасбродка, а скорее сумасшедшая. Ну? Косаковская была Ольга. Представь, баба совсем с ума сошла. Занялась женским равноправием. Прямо бредит об этом. Нечего бабам делать, вот чудят они. Вот и я говорю. Я говорю, вполне придерживаюсь мнения моего мужа, что призвание женщины – это семья, муж, дети, семейный очаг. А то, говорю, что вы называете равноправием, это все глупости. Я ей сказала, молодец. Так и сказала. Я, говорю, придерживаюсь такого мнения, что жена должна находиться всецело в подчинении у своего мужа. Ведь муж работает, трудится для семьи. Ну что может быть лучше и выше, чем сделать своего мужа счастливым, чтобы он был доволен и спокоен. Муж трудится, работает для семьи, а жена должна быть для него всем. И женой, и любовницей, и рабой. Ох ты моя прелесть, вот не знал, что жена моя такая умница. Иди-ка я тебя поцелую. Еще. Какая ты сегодня милая, прям тебя не узнаешь. Ай да Сашенька, умный котеночек. О, брат, я такая. Стоит только затронуть мои убеждения, так я... А она говорит, что это вздор и глупости. Женщина, говорит, должна во всем быть равна мужчинам. И в образе жизни, и в костюме, и в социологическом смысле. Постой, как ты сказала, глупыш? Но я говорю в костюме. Нет,
После этого ты сказала слово «соли». Социологическом. Милая моя, смотри, не ляпни этого где-нибудь в обществе. Скажи «социологическом». Но не придирайся, Крючок, это не важно. Так вот, она говорит, что даже в костюме мы должны быть равны мужчинам. Вот дура-то. Форменная. Я говорю, ну как же это возможно? Вот, например, что так идет моему мужу, что придает ему такой мужественный, гордый вид. Ах, за что я его так люблю. Так люблю. Все это, надетое на меня, будет сидеть, как на корове седло. Видно. Ты рассуждаешь как Шпенгауэр. Нет, ты не смейся. Меня это так возмутило, что когда она мне это сказала, я была сама не своя. Позволь, кричу я. Да я даже из уважения к своему мужу не могу допустить, чтобы его подняли на смех. Ведь мне дорого его самолюбие, его положение по службе. Ах ты моя прелесть, иди-ка я тебя еще раз поцелую. Ах, да и потом, мне это невыгодно даже с экономической точки зрения. Ах, я шью себе только самое необходимое и не разоряю мужа дорогими нарядами. Ну что мне нужно? Да один ласковый взгляд моего мужа мне дороже целого страусового пера. Радость моя. А она, конечно, возражает. Я, говорит, не говорит пока о брюках, заметь, пока. Но некоторые части туалета мы, говорит, вполне могли надеть мужские. Например, говорит, шляпу. Так и надевала бы, дура такая себе, мужскую шляпу на голову. Надела, представь себе, надела. Да что ты говоришь? Ее ведь на 11-ю версту отвезут. Ой, так и я об этом. А она мне отвечает, мы, говорит, должны начать бороться. Ну, с этим, ну как его, с этим? Шаблоном? Да, шаблоном. Мы, говорит, должны когда-нибудь начать. И я, говорит, начинаю со шляпы мужской. Неужели в мужской шляпе не пришла? Конечно, я чуть не померла со смеху. Чудеса. Вот уж подлинно и смешно, и стыдно. Так что ж она, как ее, булавками к волосам прикалывает, что ли? Ой, ты знаешь, а я ведь не посмотрела хорошенько. Она ведь ушла-то без шляпы. Как без шляпы? Так, взяла мою шелковую шаль. Представляешь, пока она шла к нам по улице, мальчишки, увидев на ее голове котелок, забросали ее камнями. Ой, и вообще, эти мальчишки такие ужасные. Вот когда у нас с тобой будут дети, они будут все в тебя такие же умные, сильные, мужественные. Ой. Ну? Ну вот она и говорит, я говорит, пока оставлю шляпу у вас, иначе на вашей улице мне проходу не дадут. Ха-ха-ха. Вот кретинка-то. Сама заварила кашу, а теперь жадна на расправу. Да где ж ее котелок-то? Да вот же он, на столе лежит. Да что ж ты, милая, это ж мой котелок. Я когда давеча вошел, так положил его сюда. А что это за манера такая? На туалетные столики шляпы класть? Лезет, как медведь, да еще шляпы кладет свои, дурацкие. Мало ли ты чего на этой шляпе принес? Пыль, блохи, микрохи, бациллы всякие, да прямо на мой столик. Пошел вон со своей шляпой, я тебе покажу равноправие. Ну, не буду, котеночка мой, не буду. Что это сегодня такое с тобой? То добренькая была, то... Убирайся сейчас же, ты делаешь мне нервы. Убирайся. Ну, полно. Прости меня, дурака. Не буду делать нервы. Знаешь, а ведь я ошибся. Это не мой котелок. Что ты такое говоришь? Этого не может быть. Ну да. Я когда давеча вошел, взглянул у него издали. Гляжу, мой котелок. Глаза подвели.
А это потому, мой миленький, что ты себя-то не бережешь, и глазки свои не бережешь. Такие умные, красивые глазки, а ты их не бережешь. Ух ты, мое сокровище. Какая она милая. Так чей же это котелок-то? Ну говорю же тебе, значит, это ее, этой сумасшедшей бабы. Ну ты сам подумай, ну как мы, женщины, можем равняться вам, мужчинам? Ну вот посмотри на себя. Такой умный, красивый, благородный, а в лице-то что-то гордое, орлиное. Настоящий министр. Ого, звонит. Кто же это мог быть так поздно? Не знаю, интересно. Алло, это квартира Плюмажева. Да, это я. Степан Афанасьевич, мое почтение. Что случилось? Только сейчас мы с вами расстались, а вы звоните. Что? Те-те-те. Есть. Конечно. Значит, перепутал швейцар. Тут я смотрю, подкладка другая. Вот таказия. Я же не говорю, не моя шляпа. Как не твоя? Значит, говорит, это сумасшедшая баба? Что? Ладно, присылайте. Мы еще не ложимся спать. До свидания. Жду. Ну и кто же это был? Какой случай, котеночек? Шляпа-то, оказывается, не моя, а Степана Афанасьевича. Что тебе от меня надо? Убить тебе меня надо. Сосвету извести. Что ты меня своими дурацкими шляпами путаешь? Ты где был? На заседании был? Лжешь, негодяй! Небось, с кокотками пьянствовал. Да обменялся с этим дураком шляпами. Мамочка, дитя мое, я. Что ты? Все только я, затвердил как попугай. Моя комната не для того построена, чтобы в нее разные шляпы таскали. У меня туалет ясеневого дерева, а ты в своей шапке блох приносишь. Пошел вон со своей шапкой. Вон, видеть тебя не могу. Какой трудный,